Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 5 июля 2022 года. У меня незапланированный стрим. Точнее, я его должен был вчера сделать, но не получилось сделать вчера. И сегодня я успеваю его сделать, вот как вы видите, в 21 час 17 минут по Берлину и, соответственно, 22 часа 17 минут по Джохару. Друзья, приветствую вас. Рассылайте наш стрим, ссылку на наш стрим в социальных сетях. И сегодня будет короткий стрим, где-то, наверное, с часик, может быть, даже поменьше. Друзья, маш дольше, я дальше. Так, я сейчас себе включу. Алейкум ассалам, Халид Халидов. Так, Дион. Дион, одну минуточку, Дион. Дион. Don boş. That's Don. Так, Дион. Так. Ассаламу алейкум. Ассалам, давно не виделись. Алейкум салам. Я бы даже сказал, Line Vision вообще не виделись. Такс. Машой, Шеверга, Чумелу Охшвейк. Так, кстати говоря, пришел мой флаг литовский. Так, флаг Литвы пришел, как вы видите. Теперь он занял свое почетное место на канале Реалити у Аслана Арцуева. И мы будем с гордостью его везде всем показывать. Дион, да, Дион. Еще раз погладим этот флаг наших друзей и сторонников. Респект, Литва. Приношу еще раз свои извинения за то, что не сделал это, не повесил его сразу же одним из первых. Так, друзья, сейчас одну минуточку, чтобы я мог читать ваши комментарии не с экрана, а отсюда. Так, Халид Халитов. Аслану алейкум ассалам. Дигуш моам, дикадува, дигуш долш. Да, бухастам. Так, включим свет, чтобы вам было вообще меня хорошо видно. Так. Салам маршал, ду аслам бяк, ва алейкум ассалам. Джуиш хамер, ва алейкум салам ассалам. Всех приветствую, Асламбек Тутаева. Всех я вас рад видеть, друзья. Опять незапланированный стрим. И я опять в хорошем настроении. Да. Так, друзья, я отсюда выключаю комментарии, потому что они меня отвлекают, когда о чем-то говорю. Они меня сбивают. Да. Такс. Еще минуточку. Мы сейчас настроим. О, как хорошо меня видно, оказывается. Вообще, когда свет включается, видно вообще хорошо. Так. Дойница лучше. Итак. Друзья, Дион. Так. Машалла, Шишан. Леди, Маш Овель, Маш Леди. Так. Друзья, ну давайте, как обычно, нужно начать с новостей с Украины. Я быстренько вам сводку новостей на 5 июля, сводку с фронтов. Это очень важно, и это важно для того, чтобы это сохранилось в моем архиве, потому что это самая важная война после русско-чеченской. Так, Дон. Вот.
Вчера, как известно, было уничтожено 230 оккупантов, были очень сильные бои. Перед выходом из Лисичанска наши неплохо, видимо, дали бой русским фашистам. И вот такая вот интересная тема. Но меня, конечно же, беспокоит, и еще раз я напоминаю, украинцам, которые воюют, я верю им, я верю в них, верю им, и считаю, что не только надо на передовой быть сильным, но, как показал опыт русско-чеченских войн, нужно быть еще и сильным в тылу. К большому сожалению, вот этот легион, русский легион, там как-то легион свободы и так далее, вот я их смотрю, слушаю, они, как обычно, по той же схеме, атака на Кадырова у них идет, Путин и Кадыров, хотя бы эти говорят про Путина. Но было бы вообще им в Украине, находясь, говорить просто про Кадырова, было бы не с руки, тем более лицам, которые являются представителями нации, которая убивает сегодня украинцев. Поэтому вот этот легион «Свободная Россия» или «Свобода России» и так далее, вообще «Свобода» и «Россия» для меня вообще после форума «Паскудной России», или раньше он назывался форум «Свободная Россия», у меня это вызывает уже настороженность или смех просто-напросто. Так вот, эти товарищи, я им неоднократно в Фейсбуке задавал вопрос, как вы относитесь к русско-чеченской войне, к тем преступлениям, которые вы совершали, ваша страна совершала. Им не хватает духа ответить мне. Просто несколько раз я им задаю вопрос, им не хватает духа. О какой победе над Путиным они могут говорить? На какой победе это вообще может быть? Это симулятор, это имитация, то, что они творят. Поэтому, если люди нет... еще раз напоминаю, чеченский вопрос – это как канарейка в угольной шахте. Это индикатор, это симптом первый, который появляется. Если люди не отвечают, то это большая проблема. То же самое можно сказать про Гордона, Арестовича, Арахамия и других людей, которые считают Чечню частью России, не имея никакого основания. Как русские считают частью сейчас Луганск, Донецк, Крым частью России, не имея никакого основания. Также эти люди, которые якобы сражаются, как бы противостоят, да, они-то не сражаются, противостоят фашистской России, вот эти люди почему-то считают мою страну частью фашистской России, не имея никакого основания на это. Поэтому это очень интересные такие вещи, и когда украинцам это говоришь, выводы, пускай они сами это делают, это сугубо их личное дело. Наше дело рассказать, как было на самом деле. Честно, непредвзято, объективно. И мы будем рассказывать. К большому сожалению, не осталось людей, которые могли бы так непредвзято, честно вот это рассказывать. Потому что все помешаны на одной вот этой пропаганде, там, Кадыров, Мудыров, там, и так далее. Все хотят сдвинуть Кадырова. Мы знаем, что вооруженные силы, которые топили чеченцев в крови, да, эти вооруженные силы остались не у дел, так как Путин, верховный главнокомандующий в этой фашистской дыре, поставил своего человека Ахмада Кадырова, потом его взорвали, поставили Рамзана Кадырова. И я так полагаю, взорвали его, Ахмада Кадырова, люди Патрушева, не Путина. Опять же, это мои предположения только. Понятно, что взорвали его русские. Но кто из них был? Вероятнее всего, это были люди Патрушева. Почему я считаю так? Немного отвлекаясь от темы, просто расскажу. Потому что Руслан Атлангириев был такой, да, или Маулади Атлангириев его называли. Это, про него писались книги. В книге «Бандитский
бандитская Россия, что там он такой какой-то авторитет там и так далее, и так далее. Это был человек Патрушева. У него был наградной пистолет от Патрушева и так далее, и так далее. И после убийства Ахмада Кадырова, Руслан Атлангириев был похищен людьми Кадырова при выходе из ресторана в Москве «Каретный двор», я прекрасно помню это время, и вывезен в Чеченскую республику. И был убит, запытан, убит и так далее. Моллади Байсаров, который также являлся человеком Патрушева, также был убит. Опять же, это мои предположения, просто сопоставляя факты. Поэтому ямадаевцы, которых тоже кадыровцы убили, люди Кадырова убили, были врагами Кадырова, и военные, или ГРУ, как они себя называют, мне как-то довелось общаться с одним представителем так называемого ГРУ, и я ему сказал, мы как-то сидели там, это был парень, когда-то живший в Москве, потом уехавший там, в Чечню там, и так далее, и так далее. И у нас был общий знакомый. И мы как-то оказались в одной компании. И этот человек, он сказал, что там они там служат в вооруженных силах России там, и так далее, в ГРУ. Я сказал, покажи удостоверение. Было любопытно увидеть удостоверение. Он достал удостоверение, и было написано «Рядовой стрелок», воинская часть такая-то. Я говорю, а где здесь написано? ГРУ, там у них там летучая мышь, все такое. Я-то как-то полагал, что должно быть там такое что-то. Он говорит, вот видишь последние две цифры части, это ГРУ. Это такие, наверное, ГРУшники. Ну, хотя, может, это и так у них, я не знаю, просто мне было смешно, потому что я представлял, что у них там должна быть летучая мышь. А вы знаете, что у Главного управления разведки Украины сова, она как раз охотится на мышей. Я надеюсь, всех мышей она передавит и переловит. Так вот, я считаю, что в Украине действуют вот эти ГРУшники очень сильно. И тут в Европе они действуют. Причем они так действуют, они выдавливают кадыровцев. Они фактически выдавили всех кадыровцев. Причем эти ГРУшники представляются ичкерийцами, как в том случае, как Руслан Сулейманов, он же там, как его, не буду называть по имени, Эльдаров, чтобы свой тейп не дискредитировать очередной раз. Вот такая вот ситуация разворачивается, и я как-то сказал, что у меня есть конспирологическая версия по поводу вот всех вот этих событий, которые здесь развиваются вокруг ичкерийцев. И я так понимаю, эти люди очень внимательно каждое мое слово. Они могут каждое слово, ну, наверное, они конспектируют каждое мое слово, потому что им как бы нужно узнать, что я знаю, что я думаю и так далее. И они после того, как я сказал, что у меня есть конспирологическая версия по поводу всех событий, она у меня утвердилась, она у меня записана на видео, кстати говоря. В случае моей смерти она будет обязательно опубликована, это видео. Так вот, после этого мне начали писать люди с новыми никами, которые обычно не пишут никаких комментариев. Начали писать, что у меня внимание, паранойя. К большому счастью, паранойей пока не страдаю, но вот озвучивают, чтобы вот, у него же говорят паранойя. Это уже подготавливается. Так вот, все еще хуже, чем я опасался.
И я ее озвучу, эту версию, мне еще немножко нужно время для этого, и обязательно вы узнаете. И тем, кто вот этой конспирологической версии боялся, могу сказать, что ваши выпады в мою сторону, что у меня паранойя, еще меня наталкивает на мысль, что вы смотрите, я и так знаю, что каждое мое слово там подчеркиваете, и потом сидите, наверное, там консилиум собираете, что он имел в виду, Бог, да? Так вот, я полагаю, что это еще больше меня утверждает в этом направлении. Поэтому я жду кое-какую еще информацию, очень ценную. И, ну ладно, пропущу я этот момент и скажу вам как-нибудь в другой раз. Так что, возвращаясь к Украине, могу сказать, что за прошедшие сутки уничтожено 150 русских фашистов. Общее число достигло 36 тысяч. Представьтесь, 350 человек, 36 тысяч 350 голов буйных русские фашисты свои орки сложили. Танков за сутки уничтожено 5. И итого их стало 1594. Боевых бронированных машин за сутки 18 уничтожено. Стало 3772 штуки. 806 артиллерийских систем, 2 штуки за сутки. 247 РСЗВ, по-украински РСЗО, 1 штука. Анти-аэркрафт 105 штук, 200, 0 за сутки, 217 самолетов и 187 вертолетов. Цифра замерла. По крайней мере, когда я вижу эти данные, пытаюсь каждый день смотреть, последние дни летаков и геликоптеров, как это говорят украинцы, не сбито ни одного. Это говорит о том, что у них либо они закончились, либо подбаиваются немножко русские витязи летать, соколы. Так, БПЛА оперативно-тактического уровня 660, плюс 2 штуки. Так, за сутки всего 660. Крылатых ракет 144, 0 за сутки. 15 кораблей катеров, 0 за сутки. 2634 автомобильной техники и цистерн. 2634, 5 за сутки и 65 специальной техники, 0 за сутки. Противник понес самые большие потери на Славянском и Донецком направлениях. Данные обновляются, бей оккупанта. Это информация на 12 часов тому назад, чтобы вы понимали, друзья. Так, я тут видел информацию от Залужного. Хочу вам прочитать Залужного. Вот человек, которому я доверю 100%, как нашему Джохару Дудаеву. И я очень надеюсь, что этот человек в это трудное время станет следующим президентом Украины. Итак, главнокомандующий. Ну, это коротко, здесь ничего такого особенного нет. Но есть статья целая. Уважаемые граждане, говорит главнокомандующий Сбройных сил Украины, генерал Валерий Залужный. Уважаемые граждане, призывники, напоминаю, что идет война, ты нужен своему государству. Все, кто не стоит и не обновляется, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезжать из своих районов в район, должны взять разрешение у ТЦК, видимо, призывной комиссии. Военное командование не дало никаких указаний по пресечению передвижения лиц в ближайшие дни. Процедуры выдачи разрешения, посылки и так далее. Короче говоря, Валерий Залужный сообщает, что готовится всеобщая мобилизация и все нужны. Это может говорить лишь о том, что готовится крупномасштабное наступление на оккупантов.
Как мы знаем, украинские войска вчера отступили от Лисичанска. Я считаю, что правильно сделали, так как нужно сохранить личный состав, нужно не разрушать город. Огромные потери русские фашисты понесли, что облегчает нашу задачу, чеченцев имеется в виду. Ну вот как-то так. Как-то так. Если если в пределах города Киев, Киевский, то и не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен пойти в главе. Смотрите, это для внутреннего украинского потребления эта информация. В случае, если вы выезжаете из области, то нужен открепительный талон из военкомата, я так полагаю, ТЦК, если это правильно. Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормативные акты украинского законодательства действуют уже давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость обновить учет военнослужащих до адреса и возможности мобильной связи, ресурса изоляции. Так, 27 минут назад сообщается, сегодня около 20:00 российские захватчики нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования из Черного моря. Подразделения противовоздушной обороны ПВК «Запад» сбили 3 ракеты противника. Это к тому, что только что я зачитывал, 12-часовую информацию, сводки с новостей, с полей фронтов, о том, что не было сбито ни одной ракеты. Вот. 3 ракеты противника сбиты. Русские, как обычно, продолжают бомбить. Также я напоминаю, что русские бомбили свой город, русский город Белгород, и они готовятся, видимо, к какой-то пакости. Мы должны об этом говорить. Некоторым моим друзьям в Фейсбуке это не понравилось, что я вот сказал, что возможно будет нанесен какой-то ядерный удар. Но я хочу предупредить, что этот сценарий Патрушева с Путиным испробован на чеченцах. И в отличие от Арахамия, я это говорю для того, чтобы предотвратить это. Предотвратить. Арахамия это хотел взвалить на чеченцев в случае, если произойдет захват какой-нибудь атомной электростанции, что он хотел предотвратить, взвалить эту ответственность заранее на чеченцев. Так что как-то так, друзья. Вот такая вот информация. Так, друзья, я вернусь к вашим комментариям, потому что я уверен, вы их много написали. Так, Вальдемар Штрайнбрехер. Аслан Арцуев, Ичкерия будет свободна. Привет из Кёльна в Берлин. Витаю, Вальдемар, Мойн, как говорится, из Кёльна в Берлин. Если вы, Вальдемар, если вы в Кёльне, то я в Гамбурге. Поэтому на всякий случай просто напоминаю, я, может, не понял вашего комментария, что вы написали. Так, Аслан, почему нет интервью с Курочкиными? Line Vision. Оно должно было быть, Line Vision. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Альберт. Теплый салам и шалом всем зрителям канала Орти Аслана, Исаак Шмулевич. Шалом, Исаак, приветствую тебя, салам. США Америка, ассалам алейкум, салам Машал Дума Сарга. Ва алейкум ассалам, США Америка. Вальдемар, Аслан, когда будешь в Кёльне, рад был бы встретиться. Пока не знаю, Вальдемар, пока не могу ничего сказать. Брат Антонио, ассалам алейкум, Аслан. 6 августа Чиреи приветствует тебя и всех братьев ичкерийцев. 6 августа Чиреи приветствует тебя и всех братьев ичкерийцев. Ва алейкум ассалам, брат Антонио. Это твой ник, брат Антонио. Ты 6 августа Чиреи. Ты имеешь в виду это? Ты сменил ник? Машовой. Ассалам алейкум, Аслам. Вежри ижри. Масарга дага салам машалду. Ва алейкум ассалам джахар машуэль. Рабы они все России там стали.
М, Почти, да. Джарду, да. Закинь. Ха, Жахар. И Камилш, аскусер, да. Аусиш, сюега закаю мовицлаш. Я, извините, пару слов скажу на чеченском языке. Для особо непонятных моих подписчиков, которым я неоднократно говорил. Сюега их фамилия киях маяхклаш. От фамилиях цу правительство целилешил имитация сейчас сотиш ватс. Сюегаск штибуал би алла тянюк ичнах. Суна қи цацумшха, қи духко цацумшха. Цум дела сюега қи фамили маяхклаш. Иса айдал датшун, и ночи қом айдал датшун. Цар хуа бовар душун, хуа дюцер душун. И айдал датшун. И доти шун хуар душун. Хуа хилаг явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Мелчо гейнер буэттан, мелчо хаузин эш бала, и дал гуч бовар бу альбу. Дал гуч бовар бу альбу. Цун дела сюк маялаши фамилии. Цу фамилии, цацаума дач. Цу фамилии ти почти шабештун гуанда болчи. Цац бол на болчать. За редким исключением, просто в силу глубокого уважения к этим людям. Надежде на то, что они просто очарованы и доверяют, и все. Я сейчас в Украине только недавно был. Не понял. Валейкум ассалам, Плахтер Алексей. И вас приветствую. Латентного Ичкерия будет вільне. Дякуем народам Ичкерии за допомогу. Борьбы за волю всех поневольных народов. Ты правильно говоришь о Патруше, я тоже это также знал, говорит Jewish. Ну, посмотрим. Я надеюсь, мы с тобой, я думаю, вероятно, мы с тобой правы. Страной управляет почти по полной Патрушев. Вот это борода. Теперь настоящий ногчи. Кара-татар. К большому сожалению, кара-татар, я уже раздумываю над тем, чтобы избавиться от лишней шевелюры. Да. Так. У меня есть достоверная информация на 100%, что Патруш, он работает на ЦРУ, между прочим, и это агент Запада. Ну все, с новым ником, со 100% информацией. И зачем ты ее хранишь, я не могу понять. Эту 100% информацию, что 100% Патрушев работает на ЦРУ. Аслану всем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Евгений. Приветствую вас. Шалом. Аслан, даже для того, кто считает Крым украинским, настоящую сущность этого человека может определить тем, как он относится к Чирии. Абсолютно верно. Я в Антверпене сейчас. Наши еврейские ребята тебя прикроют, не переживай, говорит. Меня чеченские и немецкие прикрывают. Все нормально. Спасибо за беспокойство. Конспектирует, как Адам Карачаевец конспектировал. А что он, кого он конспектировал, леди? Так. Салам Ашал, Дума Сарга. Уделер салам Ашал, Маждаль, Машволь. Асна, про страховки жизни почаще напоминай. Страховка есть, я уже устал за нее платить. Давайте быстрее закрывайте этот вопрос, а то я могу так обанкротиться. Так, мой товарищ СБУ работает, и он имеет информацию о потере более 70 тысяч солдат. Чьих солдат? Российских? Какая-то странная у тебя информация. У тебя в СБУ работает, товарищ. Знаешь про Патрушева. Какой-то ты подозрительный еврей. Боязно орчатам. Баря. Боязно орчатам. Цакитаронса джарда. Аслам, всем твоим недоброжелателям
нужно сказать «наша вам с кисточкой». Наша вам с кисточкой. США, Америка. Я не знаю это выражение. Я, наверное, отстал от жизни, может, да? А, Так, друзья, по поводу недоброжелателя. Я больше не буду о нем говорить, но помните, несколько лет назад, в самом начале своей вот этой блогерской, публичной деятельности, я говорил про человека, который пришел ко мне, и он освободил. А то у меня здесь лежат боксерские перчатки. Напомню, это не мои перчатки, если что. То вы подумаете, что я их положил специально, чтобы вас запугивать дело. Несколько лет назад ко мне пришел человек, точнее пришел к человеку, который является представителем так называемого правительства. И этот человек сказал, что ему заказали Минкаила Мализаева, Мансура Старого, ему нужно узнать адрес Тузика, агента ГРУ Тумсо Абдурахманова. Первое время он не говорил про меня, потом выяснилось, что и про меня тоже они обсуждали, и что меня тоже, потому что он намекал, как-то склонялся, потому что невозможно было исключить нападок на меня, если говорят о всех остальных людях, потому что я как бы тоже принимал активное усилия, и мне казалось, что... И потом это было подтверждено, так как мой канал был запрещен на территории фашистской России, других никого каналы, да, и так называемого правительства, и других тоже не запрещается. И этот человек взял с меня слово, что я никогда, я без его разрешения не назову его имени. И потом разные тузики обвиняли меня в лжи там и так далее. Даже когда я с его разрешения, я ему сказал, надо обратиться в полицию, зачем ты мне рассказываешь. И он мне сказал, да, можно обратиться, сказать это полиции можно, я пока не готов пойти в полицию. Он сказал немецкую полицию, потому что немецкая полиция очень жестокая, что он ее там не любит, они какие-то там плохие, что он не хочет давать показания в Германии и даст показания в Бельгии, так как он собирается перебраться в Бельгию, а жил он в то время в Германии. И я сказал полиции на всякий случай, чтобы если что-то произойдет, чтобы полиция была в курсе. Меня вызвали в Берлин, и несколько часов меня допрашивали, можно сказать, с пристрастием. И я не кололся, я говорил, я все как есть рассказал, я говорю, информация такая, имя называть не могу. Почему не можешь? Вот я дал слово, я не могу сказать этого человека имя. В итоге меня отпустили, потом вызвали еще раз, сказали, вы не могли бы еще раз приехать. Я еще раз приехал в полицию в Берлин. Меня встретили полицейские. Я поехал на автобусе, меня встретили полицейские прям на автовокзале и отвезли в полицейский участок. В этот день как раз у нас должен был быть митинг. Я рассчитал день, когда мне нужно быть на митинге в Берлине. Украинский митинг это был. Нет, тогда, по-моему, Лавров приезжал. Но эта информация от украинцев поступила, что приезжает Лавров. И мы с украинцами должны были провести этот митинг. И это был месяц Рамадан. Я с утра поехал. Весь день они меня там мурыжили. Много чего спрашивали, много о чем мы с ними говорили. И в конце концов они начали меня допытывать. Они собрались все в кабинете.
и сказали: вот, вы нас обманываете, мы столько уже усилий приложили, а вы нам не говорите имя, вы все выдумали там, ну, провоцировали меня, чтобы я сознался. Я сказал: извините, но вот я тайны не выдаю, вы можете что угодно говорить и так далее, и так далее. Тогда они сказали: хорошо, не дам, я сказал, не дам я эту информацию. И они у меня поступила бумага, они принесли мне, положили на стол от прокурора, что нужно изъять мой телефон. И изъяли мой телефон. У меня были все голосовые, фото, видео, сообщения с этим человеком. Я делал скриншоты, я записывал наши разговоры, потому что человек, киллер, вообще убить человека, говорят не каждому, да? Поэтому я не доверял этому человеку с первого момента, но этот человек еще больше не доверял мне. И я в первый раз увидел человека так сильно не верящим вообще никому. И так сильно запуганному всем и вся. И в итоге, но что спасло меня? Когда я ехал туда, я как раз приобрел новый телефон. И все эти записи были у меня в другом телефоне. А каждый телефон, который у меня остается, я кладу в ячейку, и этот телефон, убираю его. Сохраняю WhatsApp, все переписки, все, что остается, оставляю на этом телефоне и завожу новый телефон. Единственное, что я оставляю, там, чаще всего, оставляю свои Google аккаунты. И у меня забрали новый телефон. В этом новом телефоне был только телефон этого человека. Все данные, ну вообще фактически, практически новый был. Там несколько фотографий, может, там было. Не знаю, неделю, может, я пользовался этим телефоном. И вот у меня изъяли этот телефон. Я очень сильно разозлился. Я говорю: как я уеду, если у меня нет телефона? Я не знаю немецкого, я не знаю города, без навигатора я не смогу перемещаться. Мне сейчас ехать на метро, на митинг. После этого митинга мне нужно ехать в Гамбург и так далее. Они сказали: не волнуйтесь, мы вас отвезем, если вам нужно будет, мы приедем после митинга, вас заберем и отвезем на автовокзал там, и так далее, и так далее. И в итоге вот получилось то, что получилось. Что я хочу сказать? Вот этот человек взял с меня слово, что я не назову его. И я выглядел перед полицейскими лгуном. Я очень много репутационно понес ущерба из-за этого человека. Потому что этот человек мне обещал одно, через день он говорил другое. Было видно, что им кто-то управляет. Кто-то ему что-то подсказывает. Потом он снова изменял свои слова. Потом он снова менял свои слова. Потом он уехал в Бельгию. Я сказал: ну давай сейчас, мне же надо как-то, давай поднимем этот вопрос. Ведь могут убить. В конце концов убили Мансура Старого. Этот человек ходил к Мансуру Старому. И после этого убили Мансура Старого. Я не думаю, что он виновен в этой смерти, но сам факт, если бы мы тогда бы предприняли бы достаточно мер, и я бы смог бы тогда, я ему обещал помочь программу защиты свидетелей, 3, 10, ну что я ему говорил, я сказал: с тобой буду до конца, я буду тебя поддерживать, я тебя не оставлю и так далее. Но этот человек как-то вел какую-то очень непонятную, скользкую игру. При этом он все-таки мне немножко выдавал информацию и рассказывал потихонечку про Тимура Дугазаева, там, про там 2 там шныря рядом с ним ходят, которых моя мама кормила. У нас дома они были, есть ровесники моего младшего брата, и они заходили вместе с моим братом домой, мама кормила. А потом они решили меня убить или быть соучастниками этого убийства, добывать информацию, там еще как-то встречались вот с этим киллером.
И вот такая вот была история. Он мне рассказывал, о чем они говорили, говорил, что они все вместе меня там хаяли, и что если ты услышишь запись, то они, скорее всего, записывали, то особо не расстраивайся. Он говорил, что я тоже тебя хаял. И так далее, и так далее. И именно с этим я обратился к Тузику Абдурахману, агенту ГРУ, российской военной разведки, который заслан был сюда для того, чтобы раскручивать кое-каких людей. Ну и заодно раскручиваться сам и поднимать вот эту религиозную волну там и так далее, и так далее. И в конце, несколько раз поссорились с этим человеком, вот с этим киллером, так как он уже просто, у меня не хватало нервов, он выводил меня из себя, он говорил одно, не держал слова, переигрывал каждый раз. Потом у него, я перестал с ним общаться, я понял, что этот человек больше информации не дал. Он сказал, что он в Бельгии дал какую-то информацию, там что-то там он там сделал. Потом еще у него что-то случилось, там еще потом личное у него там в семье случилось. Там. Эти вещи я вам не буду рассказывать. Но, если ему верить, я думаю, это правда, но я не буду об этом рассказывать. Сейчас этот человек объявил, у него потом, семейный разлад у него случился, и у него были на иждивении, на попечительстве дети. И их у него забрали. И этот человек начал выходить в эфир, записывать видео, и он мне рассказывал, что он там какие-то свои собственные расследования проводит и так далее, и так далее. И в итоге он начал записывать видео и стал блогером. Меня это навело на подозрение. Я начал очень сильно сомневаться. Человек так сильно боялся, своей тени человек боялся, а потом резко стал открыто выступать, там что-то говорить, там какие-то вещи говорить. И сейчас он ко мне пришел как-то в ТикТок и начал там меня оскорблять там и так далее. А я видел его видео, как он слезно просит Кадырова помочь. У него забрали детей. В Бельгии просто так здесь детей не забирают, но за что-то у него забрали. И он слезно просил Кадырова, там кого-то, мой товарищ мне об этом рассказывал. Я его все видео не видел, но я видел, что он просит помощи и так далее. И теперь он фактически, в принципе, к чему я сказал, явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Так вот, мне не надо было называть его имени, мне не нужно было нарушать слово, которое я ему дал, и разоблачать его, и раскрывать его. Он сам раскрылся. Он сам рассказал, что он получил $5000 за ликвидацию. Потом, правда, он это по-другому преподносит. Он говорит, что он там просто так ему дали $5000. Мне 45 скоро исполняется. Мне просто так $5000 за мою жизнь никто не давал. Ну, ему, видимо, дают, за какие-то там заслуги. И сейчас он меня провоцирует. Я могу решить вопрос с ним и там, в Бельгии, по-чеченски, 2 секунды. Я могу этот вопрос решить и по-другому, в соответствии с действующим европейским законодательством. Опять же, 2 секунды. Но я не буду решать ни так с этим вопросом, с этим человеком. Потому что этот человек, в принципе, пострадал. Он не понимает, что происходит. Но я могу сказать, что это человек, которому заплатили $5000, которых прокидал, как он рассказал, он их проиграл в автоматы. И после этого просто не захотел выполнять заказ и начал вертеть, крутить там и так далее. И сейчас этот человек, на меня начинается новая волна нападков, и этот человек принимает какую-то сторону. Он там связывался, не знаю всех подробностей, Кадыров это или Вайфонд это, который сейчас, кстати говоря, так называемое правительство рекламирует у себя на своем вот этом ресурсе и так далее. Так вот,
Я просто рассказываю для чего, что я не буду реагировать на этого человека. И вас я уведомляю, мои зрители, мои подписчики, новая волна, она не прекращалась, атака на мой канал не прекращается. Я вижу 7 комментариев, открываю, там всего 2. Я вижу, что написано комментарий, у меня 7 цифр стоит. Я открываю, там всего 2. Захожу там в спам, где там, или на проверки, там нет этих комментариев. И так далее, и так далее. Короче говоря, опять отписки идут систематически, да, отписывают людей, не приходят уведомления. Не сегодня, сегодня я сразу же включил без предупреждения. Обычно мне пишут, сообщают там и знакомые и так далее. Списывают просмотры, как известно, на территории фашистской России мой канал запрещен и так далее. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что вот опять объявился очередной позорчик, который Карабоценович, Духобуценович. Ладно. Но явилась истина и сгинула ложь. И люди, которые пытаются сделать мне зло, плохое что-то, сами оказываются в плохой ситуации, и с ними происходит. Был человек, который говорил здесь, распускал слухи, что я работаю на ФСБ, что вот точно я работаю на ФСБ. Человек умер. Я вообще ни при чем. Я даже не знаю. Я только недавно узнал, что он умер. Мой дом прослушивали, мою квартиру прослушивали, что я дома говорю. Все это прослушивалось, обсуждалось там и так далее. Но я думаю, все, кто будет мне делать гадости, настигнет такая же участь. Всех. Не потому, что я святой, а потому, что я очень сильно прошу Господа Бога, чтобы Он мне помог. И Он мне помогает, и откликается. И вот этот киллер, горе-киллер, который столько мне крови попил, нервов попортил, теперь, не объясняя ничего, сам своими губами рассказывает, и про 5000 долларов он говорит, что я какую-то выгоду говорю. У него там 10-минутное видео. 10-минутное видео, и он говорит, что я какую-то пейдбешубо. А 5000 пейдбешхена, нахбой арбуал, чаючхена. Ас 5 дей наунцухена. Дуй, цасен пейдацолиш. Ладно, больше к этому не возвращаемся. Поехали дальше. Читаем ваши комментарии, друзья. Все отлично. И стрим, ох ты, друзья, мне уже пора стрим заканчивать, Деон. Я-то уже засиделся, Деон. А сам после таких бесед в Рамадан, походу, у тебя ифтар был мощнейшим. Наверное, целую курицу съел. Евгений, курицу, несмотря на то, что я не очень толстый, я ем даже не в ифтар. Я в ифтар могу и съесть и барашку. Ну, хотя бы ляжку барашка я за милую душу. Так, друзья, давайте сейчас я чуть-чуть перемотаю назад, чтобы прочитать ваши комментарии, Дион. Сейчас новый метод могут отравить его. Это не новый метод. Помните, я на канале выкладывал одну даму. Так вот, я потом убрал эти видео, закрыл эти видео. Так вот, она одна из отравительниц. И много чего еще я вам потом расскажу, друзья. Подождите, не будем спешить. Так. Ты про Тузика молчал? Нет, я про Тузика не молчал, Дион. Я про Тузика, как только узнал, разоблачил. Про вот киллера я говорил. Так называемого киллера. Так.
Да хранит тебя Аллах, Аслан, говорит министр культуры. Так, у нас человек с новым ником. Дерес хуй. Дуже дякую. Массу дорогой дал ауш. Так, сейчас я кого-то не прочитаю и скажет, ах, ты специально. Аслан, ты мне намного открыл глаза. Министр культуры. Министр культуры. А, ты не поверишь, если я вам все расскажу, у вас будет шок. Я вам буду частями выдавать. Я теперь понял, как нужно действовать. Меня просто никто не учил. Если меня кто-то подготовил бы к этому, я бы по-другому вел бы это все. Но так сложилось, Дион. Я, поверьте, я сам в шоке, Дион. Так, Эд, где Эд? Салам всем свободным людям. Салам, Эд. Салам. Так, друзья, давайте без лести. Хорошо? Без комплиментов, чтобы не сказать лесть. Я никакое, ни оружие и не грозное. Я такой же рядовой гражданин, как и вы. 1,000,001 генерал. Так. А что, Тузик еще домой не уехал, что ли? В родную гавань не укатил Тузик? Скоро укатит. Так. Салам всем свободным. Эд, салам, салам. Так. Да хранит тебя Аллах, Аслан. Дай Аллах нам, чтобы Он нас всех хранил. Вне зависимости от религии и национальности. Главное, чтобы хороший человек был. Так. Аслан, ты наш умный игрок? Нет. Так. Так. Литва первая признала террор в лице Кремля. Да, именно поэтому висит этот флаг. Точнее, он висит из-за того, что Литва не пропустила в Калининград российские грузы. Ну, а потом она уже признала терроризм. Но нужно было, конечно, еще раньше это вешать. Есть такое прохиня, у него отобрали, ноет, что у него якобы подло отобрали детей. Бюрс Борс, да. А ты докажи, что не Аллах, говорит Машдан. Тузику надо уши зажать. Так, ладно, второй. Аслан, для резонанса он живет вроде бы Альсте в 20 километрах от Брюсселя, говорит. Да, неважно, где он живет, абсолютно не имеет человек ни малейшего, никакой ценности он себя не представляет. Он сам своими устами рассказал, что он был тем самым киллером, которого наняли, и что ему заплатили 5000. И это хорошо, потому что я об этом долго молчал. Теперь есть и фото, и видео, и все остальное. Если он не успокоится, то я буду вынужден принять меры, а так я пока его игнорю. Так. Аслан, мои комменты вообще не проходят на твоем канале, говорит Мождат. Мои комменты даже не проходят. Так. Мои комментарии удаляют и вообще уже дважды забанили, достали уже. Как тебя могли забанить? Ну, сейчас это уже закрытое акционерное общество Мухлюсун штампует. Ассаламу алейкум, алейкум. Так, экстрабат, он, да, гена, лак, твой, на вас. Так, ладно. Так. Аслан, после таких бесед в Рамадан, по-моему, так. Я считаю... Так, куда поделся? Я считаю, что мы опаснее, чем ФСБ и ГРУ вместе взяты, потому что мы
тут не из-за денег и власти. Возможно. Аслан, ты мастер по подбору друзей и единомышленников. Ты мне напоминаешь Доку Завгаева, который набирал чиновников, которые умели воровать. Спасибо за комплимент, но это настоящий комплимент, Бош. Да? Ух, уважаю, Бош. Да? Я всем просто, кто обращался, я всем, ко всем был открыт в самом начале своего начала своей вот этой деятельности. Поэтому ну, так будет. Дәлер уэлу Аслан. Эмин Масуд уэлу дәлер антистрах. Руснява батальон удалил призыв к борьбе против кадыровцев. Нет, не удалил он, не удалил. Он там про Путина и кадыровцев говорит. Я думал, ты утверждаешь. Нет, если это вопрос, нет. Я не видел. Я видел, это удален. Не... Леди, ах, исан долгум язда, асхамбан тух. Так, лезть, разрешать любого человека. Так что с нам прав. Конечно, не надо мне льстить. Как говорится, давайте вместе что-то делать, друзья. Я такой же, как вы. Наоборот, я многого не знаю. Здесь есть очень много людей, которые знают больше меня, лучше меня. Но они молчат. Друзья, выходите из тени. Хватит, хватит. Вы даже не представляете, что нам готовится. Вы даже не представляете, друзья. Если мы это не предотвратим, нашу историю полностью изменят. Белое назовут черным, с фактами, как положено, да, будет новая пропаганда. Кадыровская, вот это Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить, это туфта. Будет еще такая, более мощная, но мы ее уже предвидим, уже видим ее. Как говорил Джахар, мы ее уже раскусили, предугадываем. Так, Аслан, храни тебя Аллах, береги себя, брат. Аллах, рейсвойль эльси, массуд ойлвайда алаш. Аслан, важно знать твое мнение по поводу конвенции и о будущем Вселенском Чеченском съезде. У меня нет комментариев. Я ничего не вижу, никакого смысла не вижу в том, что там происходит. Я не буду сейчас пока комментировать, просто ничего это из себя не представляет. Нужны новые люди, молодые люди нужны, незапятнанные. Не те, кто в Дагестан нападал, не те, кто там против Масхадова с оружием в руках призывал сражаться или еще что-то. Вот нужны другие, чистые, свежие, молодые ребята, западники. Чеченцы молодые, девушки, парни, молодые западники нам нужны. Не нужно нам это все. Вот этот шлейф предательств, сдач друг друга, коррупции, поедание рук, ног наших партизан в денежном эквиваленте, которые им не доходили, и они были вынуждены ампутировать руки и ноги. Это все должно остаться в прошлом. Мы создаем Ичкерию Джахара Дудаева с новыми людьми, с новой молодежью. Вот как я это вижу, как видят это мои товарищи, как мы это видим. Только так. Все остальное это манипуляция, это обман. Не буду забегать вперед, оставим. Осознала Хорзум. Хорзум, ты девушка. Осознала, что имел в виду Дуда, когда сказал, что не стоит недооценить украинцев. Такой ненависти, какую я испытываю к россиянцам, не было никогда и никому. Наслаждаюсь их страданиями. Хорзум, не совсем так.
Ну нет у нас такой ненависти. Вот как о нас писал уважаемый граф Толстой, нет у нас такой ненависти. Ну, не можем, реально, это не выдумано, не испытываем мы ненависти. Мы хотим просто жить. Мы хотим созидать. Да, конкретным убийцам, да, мы испытываем определенные чувства. Но это больше, чем ненависть. Это какое-то другое чувство. Как-то так. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Довели. Довели. Как вам? Как вам? Так. Все три цвета видно? Видно цвета? То мой дальтонизм. Вот эти два цвета я вообще не различаю. Вы их видите, да? Отлично. Так. Нам главное Маша. Да, абсолютно так. Забавно, так что, ой, так. Ти общаєшся, Айдера Муждабаєва. Він вон особливо підтримає. Он вас особливо підтримає. Латентный хоббит. Нет, я не общаюсь с Айдером Муждабаевым и не собираюсь этого делать. Айдер Муждабаев долгое время был матерым журналюгой в московском комсомольце. Московский комсомолец является газетой ГРУ военных. И за все эти годы я очень много читал, я неоднократно это говорил. Я когда спускался, ехал на работу каждое утро, когда я спускался в метро, я покупал «Московский комсомолец» и «Новую газету», когда была Анна Политковская еще жива. Потом по инерции еще какое-то время, а после ее гибели, покупал эту газету. И, новую газету, чтобы почитать Анну Политковскую. И «Московский комсомолец» почитать, о чем говорят наши враги. И никогда ни одной статейки хорошей я не увидел в «Московском комсомольце». И вот я не могу переступить. Этот человек был не последним человеком в этой газетенке, хотя он сейчас извинился и так далее. Я не имею ни малейшего желания. Вот молодые чеченцы придут, которые будут строить новую Ичкерию, западного образца, западного типа, европейскую цивилизацию вливаться. Вот тогда они, может быть, поговорят с Айдером Муждабаевым. Я не собираюсь говорить ни с ним, ни с кем-либо вообще из этих людей. Так. Асан, в смысле, кто кроме гибня, каратиста, а еще есть враги? Соцаки тера эльчина ури. Эльчина цаки терусуа. Асан, в смысле, кто кроме гибнява и каратиста, а еще есть враги? Я не понял. Асан, ты профессиональный юрист. Ты обязан дать оценку поправкам Конституции через 90 лет, которые были проведены в 2002 году. Светское государство было провозглашено шариатским. Где светское... В 2002 году не было светское государство провозглашено шариатским. Они могли все, что угодно провозгласить, они могли все, что угодно сказать, но если президент остается президентом, то в шариате, в шариатской форме правления нету президентского такого титула, поста, да, нету. Есть амир. Докка Умаров
на самом деле провозгласил Имарат Кавказ, и это является шариатским образованием. Там тут некоторые говорят, что там Дудаев первую войну вел шариатские суды, поэтому мы там шариат. Шариатские суды и шариатская форма правления это совсем не одно и то же. В Англии, в Лондоне есть шариатские суды. Это далеко не шариатское государство, не шариатская империя, да, если монархия и так далее. Поэтому любой закон, принятый во время войны, в силу сложившихся обстоятельств, в силу во время введения военного положения, это отменяется после окончания. Более того, после окончания войны и отмены военного положения. Более того, любой указ в демократическом государстве, которым является чеченское государство, любой закон, любой указ, любое действие законно избранного президента, который нарушает принципы Конституции, противоречит Конституции, отменяется по решению Конституционного суда, если выясняется, что данный указ противоречит даже указ президента. Если этот указ или это поправка, любое распоряжение, оно противоречит Конституции. У нас правовая демократическая конституция. Другой у нас нет. Все сказки про какие-то там изменения и так далее. Это все манипуляция, обман, хитрость. Друзья, не поддавайтесь. Аслам, нам главная Маша. Ури и вай Машу хирюку айшех дамуана. Хайшех дамадулиш. Валлахи нохчикам вай Машу хирмайшун. Валлахи вайнюк ир. Бюо вайн зулам дин болнах. Вайнюк ир дабо ирма бушун. Ир даур бушун вай махкар. Вай мэш до ир душун. Валлахи хирюк дал мукла. Дал мукла. Цен ши нохчик оман белбол нохчик далу дакочер мадушун арум. Нохче пачал кулыр майшун. Вай сам мадо ир душун. Вай сам доуш мадушун. Шек дамадулиш. Так. Тут администрация. Так, друзья. Я за наших старых. Я за наших старых. И так далее. Мы знаем давно Барасом. Ну, кель наша бушин, yok böyle. Кель наша бушин. Так, друзья, я закончу наш стрим. Нам Конституция не нужна, харам, только бамбуковые прутья, говорит Мождада. Да-да, чтобы бить, наказывать. Наказывать. В Англии давно практикуют шариатские суды, так как там очень много мусульман. Да, и ничего в этом ужасного, страшного нет. Мы, мусульмане, семейное право полностью должно, именно семейное право, должно полностью в мусульманском, да, у нас могут жить и не мусульмане, конечно же, они не обязательно должны в соответствии шариатам решать свои дела, да, семейно. Это как-то регулируется, надо смотреть, как это есть в разных странах, перенимать опыт, посылать наших людей. Это большая сложная работа, которая не делается в одночасье. Но есть основной закон. Конституция – это основной закон. Все, что противоречит вот этому закону, основному закону, все отменяется. Если же мы хотим изменить эту Конституцию, то весь народ должен выйти, сперва разъяснить, что мы хотим новое. Объяснить людям долго-долго, не как русские проводили приватизацию, быстро тяп-ляп, там сварганили
И все. И все поделили между КГБшниками и там другими своими подельниками. Нет. Для того, чтобы поделить изменить нашу конституцию, нам нужно долгое время подготавливать народ, население, люди неграмотные, люди не разбираются в многих вещах. Им нужно все разъяснять, разжевывать, и после этого вводить шариатская форма правления, коммунизм, я не знаю, буддизм, что хотите вводите. Но на сегодняшний день под флагом Чеченской республики Ичкерии гибли, сражались десятки тысяч лучших сынов и дочерей Чеченской республики Ичкерия и других народов, которые присоединялись к нам. 300 тысяч человек убито русскими фашистами из-за этого флага и под этим флагом. И истцом в этом является правовая, демократическая Чеченская республика Ичкерия. Ответчиком является фашистская Россия, военные и политические силы фашистской России. Поэтому у нас есть государство, и мы должны настаивать на этом. Так что вот так вот, друзья, я закончу свой сегодняшний стрим. Извините, но вынужден откланяться. Аслан, для резонанса, для оправдания своего преступления Путин способен взорвать собственную атомную станцию и взвалить это на Украину. Легко США, не Америка. Легко. США, не Америка. Вот США, Америка. Легко. Все будет ночью. Ичкерия, Далмула. Все будет Ичкерия навсегда. Все, друзья, на этом я свой сегодняшний стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, Далмула. Адикюэль Маш Ойл. Слава Литве, Латвии и Эстонии. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Ойл. Я завтра, но я как обычно сделаю анонс, друзья. Не буду сейчас загадывать, потому что просто могу не успеть. Хотел на завтра на чеченском языке провести стрим, но я могу не успеть. Завтра или послезавтра мы снова выйдем в эфир. Далмула. Адикюэль Маш Ойл. До свидания, друзья.